Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Сегодня, 24 августа, в городе Душанбе по совместной инициативе Маджлиси Милли и Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан состоялась республиканская конференция, посвященная 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан под названием «Роль парламента в укреплении государственной независимости Республики Таджикистан». 24 августа в городе Душанбе по совместной инициативе Маджлиси Милли и Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан состоялась республиканская конференция, посвященная 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан под названием «Роль парламента в укреплении государственной независимости Республики Таджикистан». В работе конференции приняли участие председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустами Эмомали, председатель Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зокирзода Махматтоир Зоир, члены Маджлиси Милли, депутаты Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководители ряда государственных органов и структур, ответственные лица аппаратов Маджлиси Милли и Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, ветераны труда и представители средств массовой информации. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, открыл конференцию и в ходе своей вступительной речи отметил, что в истории каждого народа и государства есть даты, которые без сомнения можно назвать историческими и судьбоносными. 30 лет назад, 9 сентября 1991 года, Верховный Совет Таджикской ССР 12-го созыва на своей внеочередной сессии на основании Декларации о суверенитете Республики Таджикистан от 24 августа 1990 года, провозгласив независимость Республики Таджикистан, принял заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. Данным указом 9 сентября объявлено Днем независимости Республики Таджикистан. Уважаемый Рустами Эмомали напомнил, что в то время наша молодая независимая страна переживала крайне тяжелые испытания, и народ Таджикистана с гордостью выдержал эти испытания и защитил ее самоотверженностью своих отважных сынов. Навязанная гражданская война, начавшаяся после обретения независимости, нарушила мир, спокойствие и безопасность государства и народа, парализовала деятельность государственных структур и нанесла огромный ущерб экономике страны. Несмотря на эти трудности, народ под мудрым руководством президента Республики Таджикистан преодолел все трудности и достиг национального единства. Благородный таджикский народ за эти усилия и выдающиеся заслуги признал достойным присвоения своему главе государства титула основателя мира и национального единства, лидера нации. Сегодня, когда наш независимый Таджикистан находится на пути устойчивого созидания и развития, славный народ страны, сплотившись вокруг президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, твердыми шагами стремится вперед во имя достижения национальных стратегических целей страны. С удовлетворением было отмечено, что роль Маджлиси Оли Республики Таджикистан как высшего представительного и законодательного органа очень важна в деле достижения и укрепления государственной независимости, ибо первые шаги к независимости Таджикистана были сделаны в парламенте страны. Председатель Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зокирзода Махматтоир Зоир, выступив с речью о роли парламента страны в деле укрепления государственной независимости, высказал свои мнения о достойных заслугах представительных органов и законодательной власти страны во имя защиты и сохранения государственной независимости, в особенности в укреплении правовых основ. В ходе республиканской конференции выступили государственный деятель, депутат Верховного Совета Республики Таджикистан 12-го созыва Кози Давлат Коимдодов, председатель комитета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намоян Дагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям, президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими, помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан в Маджлиси Милли и Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Зариф Ализода, депутат Маджлиси Намоян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Абдухалим Гафоров. Следует отметить, что участники республиканской конференции высказали интересные предложения относительно изучения пропаганды и почитания государственной независимости, национального единства, великих и выдающихся заслуг основателя мира и национального единства, лидера нации,
президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. На этом работа республиканской конференции, посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, завершилась. Жители Таджикистана за 30 лет независимости добились больших политических, экономических, социальных, культурных и духовных достижений. Важнейшие достижения в период независимости – это национальное единство, обеспечение мира и стабильности, экономический прогресс и рост благосостояния народа. Каждый год государственной независимости Таджикистана – это годы созидательного подъема и благоустройства. И в этом направлении укрепляются основы новейшей национальной государственности. Тему продолжит Шахло Бердиева. Одним из достижений периода независимости страны – обеспечение мира, единства и взаимопонимания в стране, становление национального государства в современный период, создание суверенного, демократического, правового, светского, унитарного и социального государства. Независимость – это определение национальных стратегических целей, выход из коммуникационного тупика, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, ускоренная индустриализация страны и достижение основных компонентов этих целей. Другими достижениями являются увеличение валового внутреннего продукта Республики Таджикистан за годы независимости в 50 раз, увеличение внешнеторгового оборота Республики Таджикистан в иностранной валюте по сравнению с 1991 годом примерно в 35 раз. Независимость – это свидетельство признания в мировом сообществе полноправного и суверенного государства таджиков, самостоятельно строящего свою государственную систему, внешнюю и внутреннюю экономическую и социально-культурную политику. Мечта о государственной независимости жила в течение тысячелетия в умах представителей таджикской нации. 30-летие государственной независимости как счастливый национальный праздник придаст все большее развитие самопознанию, национальному единству, чувству патриотизма, национальной гордости каждого славного жителя суверенного Таджикистана. В числе достижений реализации международных инициатив Республики Таджикистан по проблемам безопасности, воды, экологии, защиты ледников, изменения климата, эффективная реализация водных инициатив Таджикистана направлена во имя всего человечества. Так, международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы является 4-й водной инициативой, выдвинутой Таджикистаном на глобальном уровне. Цель – содействия достижению устойчивого управления водными ресурсами и их рациональному использованию. Независимость и суверенитет поставили перед нами, гражданами Таджикистана, весьма почетную, но ответственную историческую задачу, то есть строительство цивилизованного государства, отвечающего чаяниям, надеждам и интересам народа страны, а также создание основ современной государственности. Мы можем уверенно заявить, что с гордостью выполнили эту историческую задачу. К другим темам. Фермеры Шахриналского района рационально используют землю и получают от 3 до 4 урожаев в год. Особое внимание в районе уделяется виноградарству. Его площадь в этом году составляет 812 гектаров, из которых 753 гектара являются продуктивными. Наряду с обеспечением отечественного рынка свежими витаминными продукциями, хозяйственники района отправляют вкуснейшие солнечные плоды на экспорт. В Таджикистане началось массовое созревание винограда, и уже можно насладиться такими вкусными, сладкими и сочными сортами винограда, как хусайни, бычий глаз, кишмиш, джавс, дамские пальчики и другие. Виноградарство является одним из основных отраслей агропромышленного комплекса Таджикистана. На виноградниках страны выращивается 190 местных сортов винограда и более 30 сортов винограда зарубежной селекции. Виноград местных сортов отличается особыми вкусовыми свойствами и пользуется большим спросом как внутри страны, так и за ее пределами в свежем и сушеном виде. Таджикские виноградари имеют огромный опыт выращивания и селекции различных сортов винограда. Но, несмотря на это, специалисты стараются еще больше изучить эту отрасль, чтобы получать еще больше урожая этого сладкого витаминного продукта. В Шахринавском районе с участием представителей Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан и земледельцев из разных городов и районов страны состоялся научно-практический семинар по обмену опытом выращивания винограда в условиях Республики Таджикистан.
где специалисты рассказывали о новых технологиях выращивания и ухода за виноградниками, а также поделились своими достижениями в возделывании новых участков. В Шахринавском районе общая площадь виноградников составляет 812 гектаров. Местные фермеры собирают богатый урожай винограда, который уже наводнил прилавки страны, а также направляется на экспорт. Кроме ягод винограда, листья также можно использовать в приготовлении более 100 наименований блюд и промышленной продукции. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.